выборам президента России напечатали 113 миллионов 574 тысячи 500 бюллетеней, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Марку для защиты документов изготовила фабрика «Госзнак». Она состоит из сложных узоров, не повторяющихся элементов орнамента и микротекста. В конце февраля Центральная избирательная комиссия сообщила, что голосование на выборах президента России пройдет в 144 странах на 288 избирательных участках. 25 февраля на судах и полярных станциях России началось досрочное голосование. В процедуре приняли участие экипажи судов, которые в дни основного голосования будут в плавании. В районе новостроек в сельском поселении Псидах построят 7 километров газопровода. «Газпром» Межрегионгаз Назрань активно ведет работы в рамках реализации программы догазификации. По улицам Висаитова и Шерипова трудятся 2 бригады газовиков. Общая протяженность нового газопровода составит 480 метров. Работы завершатся сегодня. Дальше бригады будут вести строительство газопровода в селе согласно своему план-графику. Отмечу, всего представители «Газпрома» исполнят 90 заявок по догазификации. В текущем году в сельском поселении Псидах планируется построить 7 километров газопровода. На стадии завершения находится строительство новой школы на 704 учебных места в Магасе, сообщили в пресс-службе регионального Минстроя. Уже выполнена стяжка пола, штукатурные работы, устройство водосточной системы и наружных сетей. Помимо этого установлены двери и витражи. На данный момент строители занимаются монтажом вентиляционной, водопроводной, отопительной и канализационной систем, а также электроснабжения. Готовность объекта оценивается примерно на 78%. Массовое восхождение на Столовую гору организуют в июне в Ингушетии. Ожидается, что в нем примут участие около 1500 представителей всех регионов Северного Кавказа, для которых там же организуют пикник, рассказал министр молодежной политики и туризма республики Адам Мальсагов. В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Республики Ингушетия и рекомендовал органам власти принять участие в его подготовке. Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке молодых специалистов. Согласно законопроекту, молодым специалистом будет считаться человек, который впервые трудоустраивается на работу по специальности вне зависимости от полученного ранее трудового опыта. Кроме того, будет введена еще одна категория – молодые работники. Как отметил председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев, сегодня в стране проживают порядка 40 миллионов человек. Ежегодно из вузов выпускается 750 тысяч ребят. Депутаты приняли в третьем окончательном чтении закон, который разрешит сдавать жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе на короткий срок, только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей. Изменения вносятся в жилищный кодекс. Документ был разработан во исполнение решения Конституционного суда. Также при сдаче квартир в наем должны будут соблюдаться права содержания общедомового имущества и в обязательном порядке использоваться приборы учета. Если права соседей будут нарушены, они смогут обратиться в суд. Руководитель федерального казначейства Роман Артюхин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал об организации работы системы госзакупок. По решению президента доля участия малого и среднего бизнеса в закупках крупных компаний должна быть не менее 25%, что позволит оказать МСП хорошую поддержку. Как рассказал Роман Артюхин, новые цифровые технологии, применяемые в системе закупок, позволяют ускорить платежи и процесс заключения контрактов. В 2023 году уровень участия малого и среднего бизнеса в специальных торгах, где отведены квоты для малого и среднего предпринимательства, составил 28,8%.